Здравствуйте, многоуважаемые друзья! Национальная библиотека Республики Коми рада поздравить вас с удивительным праздником – Днем славянской письменности и культуры. Он празднуется в России, Украине, Беларуси и многих других славянских странах. Его церковное название звучит как День равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Братья внесли огромный вклад в развитие славянского общества. Письменность, созданная ими в IX веке, позволила запечатлеть лучшие страницы российской истории, а знания содействовали распространению грамотности. Первая азбука на Руси возникла одновременно с принятием христианства. Но тот алфавит, который мы используем сейчас, не всегда был таким. В азбуке, которую теперь изучают школьники в первом классе, 33 буквы. В древней кириллице их было гораздо больше, целых 46. Куда же исчезли буквы? Увы, их стерло время. На протяжении того, как славяне осваивали письмо, многие отпали за ненадобностью. Какие же буквы не прошли проверку временем? Рассмотрим все по порядку. Зело. Сначала 8-я буква старославянской азбуки писалась как латинская «с», а читалась как сочетание «дз». Но потом ее звучание изменилось, и уже к XVII веку полностью совпало с привычной нам «з», носившей название «земля». А зачем нужны две буквы, которые читаются одинаково? Академия наук решила, что незачем, и в 1735 году убрала зело из русской азбуки. Ижеи. 11-я буква исчезла не так давно, во время реформы орфографии 1918 года, а в родственных украинском и белорусских языках она живет до сих пор. Это та самая буквица, точки над которой необходимо расставить. Иногда Иджея стояла на месте современной и краткого. Герфь. Эта редкая старославянская буквица использовалась исключительно в заимствованных словах и обозначала мягкий звук «г». В русский язык герфь так и не перебрался. Омега. Буквица заимствована прямо из греческого алфавита. Она имела несколько вариантов написания и обозначала сочетание звуков «от», а заодно так и именовалась. В древнерусском омега использовалась нечасто, в гражданский алфавит она так и не вошла. Ядь. Эта буква была настоящим кошмаром для тогдашних школяров, так как им нужно было вызубрить непростые правила ее употребления и длинный список слов, в котором она писалась. В ходу у гимназистов XIX века была фраза «выучить на ядь», что означало «хорошо выучить что-то сложное». Сейчас любимая современными рекламщиками буква ранее обозначала долгий звук, похожий на «э». Затем ядь превратилась в нечто вроде звука «ие», но и на этом он не остановился. Со временем его различия с привычным нам «е» стерлись, но ядь упорно оставался в алфавите вплоть до революционной реформы. Юз большой и юз малый. Юсы – носовые гласные. Они интересны в написании и необычны в произношении. Юз большой звучал как носовое «о», юз малый как носовое «а». Со временем необычное звучание исчезло, и юз большой стал читаться как буква «у», а его младший друг как буква «я». В результате юсы постигла судьба многих лишних букв. В гражданский алфавит они не вошли. Кси и пси. Эти буквы изначально не выглядели долговечными, ведь их использовали лишь на месте греческих «кси» и «пси» в заимствованных словах. Не мудрено, что Петр I, а затем и Академия наук исключили их из азбуки. Фита. Благодаря Николаю Васильевичу Гоголю фита получила репутацию самой неприличной буквы азбуки.
поэме «Мертвые души» помещик Ноздрев, разбушевавшись, обзывает главного героя Павла Ивановича Чичикова Фетюком. Дело в том, что в те годы ходила шутливая поговорка: «Фита доижется, розгами к заду ближется». Юмор ее заключался в том, что буква «ижица» своим начертанием была похожа на пучок роз, а фита – на ягодицы. Фита – сестра-близнец более успешного Ферта, известного нам как буква «Ф». Долгое время Ферт и Фита были взаимозаменяемы, и выбор написания зависел от моды и личных предпочтений писаря. В дальнейшем фиту стали использовать лишь на месте греческой теты, и это стало началом конца этой буквы. Ижица. В начале 20 века по российским железным дорогам курсировали паровозы с литерой «Ижица». Они выпускались вплоть до 1931 года, но уже и тогда про эту букву помнили далеко не все. У нее непростая судьба. Ижица читалась как «у» или «оу», а также «и» в словах греческого произношения, а писалась в разное время по-разному. Буква «ер». «Ер» – это так называемый твердый знак. Сейчас он считается полезной буквой. А до реформы 1918 года твердый знак писался в конце слов после твердых согласных. Как только не называли «ер» – бездельником, лодырем, дармоедом. Знаменитый лингвист Лев Васильевич Успенский в книге «Слово о словах» писал, что в одной только дореволюционном издании романа Льва Толстого «Война и мир» на 2080 страницах насчитывается 115 тысяч букв «ер». Если все их собрать в одно место и напечатать подряд в конце последнего тома, то они заняли бы 70 страниц. А сколько это будет при тираже издания в 10 тысяч экземпляров? А если еще представить, что на набор «Войны и мира» потребовалось бы в то время примерно 100 рабочих дней, то 3,5 дня из них наборщики набирали бы одни только твердые знаки. А сколько бумаги лишней тратилось? Эта буква была самой дорогой буквой мира. И ратуя за уменьшение расходов, «ер» был убран из азбуки. Вот так. В разное время и по разным событиям были утрачены эти буквы. Но русская азбука – это начало русского языка. Его богатство объясняется тем, что в своих истоках он хранит многовековые тайны, а русские писатели с незапамятных времен пытаются с его помощью разобраться в неразгаданной тайне русской души.